Дамы и господа, через несколько секунд начнется церемония вручения премии в области архитектуры и дизайна ЭйГе-2024. Внимание! Церемонию снимает съемочная команда национальной вещательной компании «Саха». Просим перевести телефоны на беззвучный режим и отключить вспышки при съемке смартфонами. Российская Федерация. Республика Саха-Якутия. Город Якутск. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вручения премии в области архитектуры и дизайна ЭйГе-2024. Церемонию начинает сводный ансамбль национальных инструментов Саха «Кылдуаран». Руководители Джулустан Никифоров и Айсен Кысылбаиков.
и господа, встречайте. Ведущие церемонии вручения премии в области архитектуры и дизайна ЭИГ-2024 Дарья Анкехова и Борислав Степанов. Что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Как ваше настроение? Давайте порадуемся и подаем ваши теплые аплодисменты. Добрый вечер! С праздником, дорогие друзья! Мы поздравляем всех, кто находится сейчас в этом зале. И мы уверены, что для каждого из вас этот день определенно значим. Ну что ж, дорогие друзья, под ваши теплые овации мы начинаем церемонию вручения премии в области архитектуры и дизайна ЭИГ 2014. Под ваши аплодисменты. Мы рады приветствовать вас на вручении вот уже второй по счету премии ЭИГ. Наша премия – это профессиональная награда, учрежденная в 2022 году по инициативе Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. ЭИГ – это не просто премия, а движущая сила позитивных изменений. Задача архитектурной премии ЭИГ – показать масштаб перемен в городах и селах Якутии и задать новый импульс развития. В этом году в прекрасном здании Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина мы снова собрали вас, дорогие профессионалы. Архитекторы, дизайнеры, управленцы, предприниматели, команды муниципалитетов, сообщества. Архитекторы, дизайнеры, девелоперы, управленцы, предприниматели, креаторы, визионеры, инфлюенсеры – все это люди нашего времени, без которых невозможно видеть развитие среды нашей родной республики. И, конечно, вы все отвечаете за качество пространства, даете жизнь территориям и объектам, формируете комфортную среду и устойчивое развитие нашей необъятной Якутии. Давайте еще раз поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. За каждым объектом, за каждой реализацией стоят большие команды, заказчики, проектировщики и застройщики. За последние годы мы удостоверились, что огромное значение в создании среды играют администрации муниципальных образований. С помощью диалога с населением, с познанием его потребностей и желаний, огромное количество объектов строится в Якутске и в муниципальных районах, в том числе и в Арктике. Помимо победителей номинации, мы узнаем, какая же команда станет обладателем Гран-при и получит денежный приз за лучший комплексный подход в преобразовании городов и сел 10 миллионов рублей на реализацию благоустройства общественного пространства в 2025 году. Дорогие друзья, давайте подарим еще раз ваши бурные аплодисменты. И премия ЭИГ рассказывает и показывает всей республике и стране, что строить на севере реально. И можно это делать не только качественно, но и красиво. Сегодня итоги объявляются не только в этом прекрасном зале, но также результаты будут объявлены по всей республике. Дорогие друзья, не забывайте улыбаться на камеру. Церемонию вручения премии в области архитектуры и дизайна ЭИГ 2024 снимает съемочная команда канала национальной вещательной компании «Саха». Мы очень рады видеть каждого из вас, и мы начинаем. Дорогие участники и гости первой ежегодной архитектурной премии ЭИГ, вас приветствует глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Дорогие друзья, прежде всего, позвольте от имени всех якутян сказать вам спасибо за верность традициям, зодчество, за ваш талант и искреннюю любовь к родному краю. В последние годы по всей нашей огромной республике строится множество социальных объектов. Возводятся новые дома, создаются замечательные общественные пространства. Бывая в разных городах и селах, я вижу, насколько заметно меняется к лучшему их облик. В этом есть и огромный вклад архитекторов и строителей, которые воплощают самобытные проекты в жизнь. Можно смело сказать, что у нас в Якутии создается новая культура жизненной среды.
Это радует и вдохновляет людей, делает нашу жизнь счастливее. С участием архитекторов наша республика по праву стала одним из лидеров по формированию современной городской среды на Дальнем Востоке. Началась реализация масштабных мастер-планов городов Якутска и Нерюнгри, которые одобрил наш президент Владимир Владимирович Путин. Разработка мастер-планов продолжается, и это открывает нам новые возможности для создания неповторимого облика наших городов и сел. Конечно, успех в этом большом деле зависит от вашего участия, от вашей творческой смелости и профессионализма. Я рад, что архитектурная премия ЭйГе с каждым годом обретает все больший престиж. Об этом говорит активность якутян в онлайн-голосовании. Пусть эта премия станет стимулом к дальнейшему полету архитектурной мысли и искусства зодчих в нашей республике. Я верю, что вместе мы сможем преодолеть любые преграды и создавать яркое будущее для родной Якутии. Итак, вы готовы познакомиться с лучшими объектами, которые появились у нас в Якутии за последние несколько лет? Не слышу, вы готовы? Ну что ж, дорогие друзья, из статуэтки ЭйГе 2024 готовы к заслуженному вручению победителя. В этом году мы получили более 300 заявок со всех уголков республики. В шорт-лист попали самые лучшие объекты, реализованные за последние годы. Особенно важно, что мы начинаем вручение премии с номинации «Лучший жилой дом», в претендентах которого представлены дома, построенные в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Качественные и красивые объекты возможно построить в рамках ограниченного бюджета. Наши номинанты полностью это доказывают. Давайте познакомимся с ними. Внимание на экран. В номинации «Лучший жилой дом» представлены микрорайон Звездный, сектор С в Якутске. Микрорайон Звездный, сектор А в Якутске. Многоквартирный дом в селе Харбала Чурапчинского улуса. Многоквартирные дома в селе Сунтар Сунтарского улуса. Многоквартирные дома по улице Нюйская в городе Ленске. Многоквартирный дом в селе Верхневилюйск Верхневилюйского улуса. Многоквартирный дом в селе Мая Мегина Кангаласского улуса. Многоквартирный дом в селе Кысыл-Сыр Намского улуса. Многоквартирный дом в селе Намцы Намского улуса. Многоквартирный дом в Алекминске Алекминского улуса. На сцену приглашается первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Садовников. И эксперт по коммуникациям, общественный деятель Анна Фомина. Дмитрий Дмитриевич, перед вручением самой первой статуэтки ЭйГе 2024 у вас есть еще одна приятная миссия. Сегодня в этой волнительной и праздничной атмосфере архитектурной премии ЭйГе 2024 присуждается звание «Почетный архитектор России». За выдающиеся заслуги в развитии архитектуры наградить знаком «Почетный архитектор России» Никифорова Семена Гаврильевича, главного архитектора проектов общества с ограниченной ответственностью проектной мастерской «Архиграф», председателя правления Союза архитекторов Республики Саха-Якутия.
Юрьевич, вам слово. Уважаемые участники, уважаемая Любовь Александровна, товарищ министр, гости наши, позвольте мне от имени руководства республики, от имени правительства, от себя лично поприветствовать вас с сегодняшним церемонией, вторым церемониям премии ЭйГе, который был учрежден, создан нашим управлением архитектуры при главе и правительства, также дружной компанией, Центром компетенции по развитию территории, городской среды, это лето. И я очень благодарю, да, и хочу сказать, выражая слова благодарности организаторам, хочу сказать, что это их инициатива, их идея толкает здесь всех сидящих, тех людей, которые работают в этой среде, к высотам, фантазиям и, конечно, к красоте, которая требуется в нашей жизни и которая должно быть в нашей жизни. И я, говоря эти слова, хочу сказать, что эта работа, я считаю, что будет продолжена. Уже люди обращают на это внимание, мы обращаем на это внимание, глава уже поддерживает, и это очень здорово. Я уверен, что эта премия будет еще разрастаться, подниматься выше, и к этой награде будут, я участников, уверен, будет больше и больше. Я хочу сказать, чтобы мы ежегодно, через 2 года, когда будем вручать третью премию ЭйГе, желающих и участников будет больше, а премий также будет больше. Поэтому всем я желаю побед, удачи и всех наступающим уже Новым годом. Ну что ж, дорогие друзья, настал момент узнать, кто же получит первую заветную статуэтку архитектурной премии ЭйГе 2024. Кто же победил в номинации «Лучший жилой дом» по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда? Я благодарю организаторов за эту почетную, волнительную, головокружительную миссию, которая выпала мне сейчас, потому что то, что вы делаете, это действительно сложно переоценить. Говорят, что дорогу осилит идущий. Авторство этой цитаты присваивают много кому, от Иисуса Христа до Сенеки. И как будто бы самое важное в этом – это просто двигаться, просто идти. Но мне кажется, здесь важно идти в правильном направлении. И для меня большая честь стоять сейчас перед вами, перед людьми, которые знают точно это направление, потому что обладают даром видения, видением красивого и счастливого будущего нашей республики. И одним из первых становится, победителем данной премии становится лучший дом по программе РАП «Комплексная застройка», микрорайон Звездный, сектор А, город Якутск. Авторский коллектив «Арктис». Ваши бурные аплодисменты! Дорогие друзья, давайте еще раз подарим бурные аплодисменты. Спасибо за такую премию и то, что мы сегодня первые. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты нашим победителям.
И, конечно же, давайте еще раз подарим аплодисменты тем, кто не получил статуэтку. Не стоит расстраиваться. Быть номинантом ЕГЭ, попасть в шорт-лист лучших объектов – это уже большая победа всей команды. Каждый проект заслуживает внимания и признания. Выбор победителя будет непростым. И, безусловно, этот выбор отразит актуальные тенденции в архитектуре нашей республики. Именно так и звучит миссия нашей премии ЕГЭ – фиксировать лучшее и вдохновлять на будущее. В этом году Управление архитектуры и градостроительства и Центр компетенции по вопросам развития городской среды «Лето», а также Союз архитекторов Якутии подготовили особенную экспозицию на Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который состоялся в Гостином дворе в Москве. В ней была представлена комната для интервью «Сканер мыслей», манифест, на котором запечатлены ключевые идеи современной якутской архитектуры. В центре был установлен экран, на котором транслировался архитектурный арт-фильм о Якутии, а также номинанты второй республиканской премии в сфере архитектуры и дизайна ЕГЭ-2024. И наша республика завоевала серебряный знак среди регионов всей России. А один из претендентов следующей номинации, проект жилого комплекса «Кристалл» по Вилюйскому тракту, получил диплом Союза архитекторов России. Давайте поздравим теплыми овациями. Друзья, и мы подходим к вручению следующей номинации «Лучший жилой комплекс», в которой представлены объекты коммерческой недвижимости. В этой номинации оценивалось жилье, которое возводится в счет средств частных застройщиков. Внимание на экран. В номинации «Лучший жилой комплекс» представлены жилой комплекс Байкалова в Якутске, жилой комплекс по Вилюйскому тракту в Якутске, жилой комплекс по улице Дежнева в Якутске, жилой комплекс по улице Красноярова в Якутске, многоквартирный дом по проспекту Михаила Николаева в Якутске, многоквартирный дом по улице Чернышевского в Якутске, многоквартирный дом по улице Петра Алексеева в Якутске, жилой комплекс по улице Ливаневского в Якутске, жилые дома по улице Рыдзинского в Якутске, жилой комплекс по улице генерала Притузова в городе Якутске. Ну что ж, друзья, для вручения заветной статуэтки премии мы приглашаем на сцену одного из экспертов премии, которые оценивали заявки. Для объявления победителя на сцену приглашается городской планировщик, урбанист, специалист городского развития, управляющий партнер и сооснователь одной из первых в России консалтинговых компаний в сфере территориального развития «Новая земля». Встречаем Григорий Соломин, город Москва. И человек, который не понаслышке знает все о домашнем уюте и эстетике. Блогер, контент-креатор и инфлюенсер. Амбассадор премии ЕГЭ 2024 Ната Макеева. Вам слово. Сила природы Якутии заставляет меня быть максимально кратким, потерял голос. Вот, передаю этой прекрасной девушке возможность скрыть ко мне. Это было очень хитро, Григорий. Давай попробуем. Нет, давайте я чуть-чуть.
Пару слов скажу. Всем добрый вечер. Как вчера помню премию ЕГЭ 22 года, когда она проводилась первый раз, и уже тогда было понятно, что у премии огромный потенциал, и мы думаю, мы все, кто тут сидит, уже убедились в этом. И давайте мы узнаем вместе с Григорием, кто получил награду за лучший жилой комплекс. Как вы думаете, Григорий? Ваши версии? Я даже не буду пытаться определить. Вот, я хочу дополню, что постараюсь все-таки что-то сказать. Хочется отметить, что вызовы сегодняшнего дня делают жилую архитектуру максимально ориентированной на запросы горожан, ее жителей. И желаю этим победителям продолжать и дальше создавать такого качества объекты, которые делают наши города человекоцентричными, в которых человек может реализовать себя, любой свой жизненный сценарий. Спасибо. Прекрасно сказали, несмотря на простуду. И давайте, лучший жилой комплекс. Это жилой комплекс Байкалово, город Якутск. Ура! Лучший жилой комплекс номинации ЕГЭ 2024. Заслуженная победа! Жилой комплекс Байкалово. Давайте, дорогие друзья, еще раз подарим бурные аплодисменты. Лучший жилой комплекс. Встречаем всю команду! Здравствуйте. Очень рад, что вообще статус, вот это такой праздник не только архитектуры, дизайна и строителей, то, что организован и поднимается уровень, и в таком широко и масштабно это организовано. Вообще молодцы. Мы рады, что наш объект признали. Это уже у нас вторая такая премия. До этого был жилой комплекс «Панорама». И вот надеемся, что мы также будем дальше идти. Ура! Добрый вечер. Я хочу поблагодарить организаторов за мероприятие, жюри за высокую оценку. И от лица нашей команды, тут, к сожалению, не все, но я уверен, что ребята наблюдают за нами и тоже очень рады. Мы хотим сказать, что мы готовим и дальше проекты, не останавливаемся на достигнутом, не только коммерческие, но и социальные. Спасибо. Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим победителей! Дорогие друзья, наше событие не состоялось бы без огромной поддержки наших партнеров. Мы рады вам представить наших стратегических партнеров. Мы благодарим нашего стратегического партнера акционерное общество «Республиканское ипотечное агентство» и генерального директора Лию Александровну Шайнурову. Компания вот уже более 20 лет работает в области недвижимости. Они строят и реализуют, а также являются надежными риэлторами. Ваши аплодисменты следующему стратегическому партнеру премии ЕГЭ 2024. Акционерная компания «Железные дороги Якутии». Генеральный директор Василий Владимирович Шимохин. Компания перевозит, строит и производит, ведет опытно-конструкторскую, изыскательную и проектную деятельность. Браво нашим партнерам! В следующей номинации экспертами ЕГЭ оценивалось наибольшее количество заявок. Из них были отобраны 15 лучших. Здесь номинированы объекты, реализованные в рамках бюджетных программ и национальных проектов. Это школы, детские сады, культурные центры, объекты здравоохранения и спорта. Итак, давайте узнаем, кто же стал победителем
в номинации «Лучший социальный объект». Внимание на экран. В номинации «Лучший социальный объект» представлены: больничный комплекс с поликлиникой в поселке Усть-Мая Усть-Майского Улуса, больничный комплекс с поликлиникой в селе Хану Момского Улуса, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Намцы Намского Улуса, общеобразовательная школа в поселке Жатай, республиканская специальная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи в Якутске, здание республиканского кардиологического диспансера в городе Якутске, школа с интернатом в селе Итык-Кёль Татинского Улуса, поликлиника в селе Итык-Кёль Татинского Улуса, школа в селе Бердигистях Горного Улуса, Якутский республиканский онкологический диспансер со стационаром и поликлиникой в Якутске, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус» с бассейном и катком в Якутске, школа номер 39 имени Шарина в квартале Прометей в Якутске, культурно-спортивный многофункциональный центр имени Максима Аммосова в селе Столбы Намского Улуса, креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, школа на 220 учащихся с интернатом в селе Крест-Кытыл Намского Улуса. Ну что ж, дорогие друзья, и заветную статуэтку премии ЭйГе в номинации «Лучший социальный объект» вручает министр строительства Республики Саха-Якутия Виктор Романов. И председатель Ассоциации дизайнеров интерьеров Якутии Людмила Попова. Дорогие друзья, давайте еще раз поприветствуем. Вам слово. Уважаемые организаторы, очередная премия ЭйГе, как всегда, на самом высоком уровне. Мы по данной номинации смотрим все объекты достойные, они на своей территории являются лучшими, но эксперты есть эксперты, они, я думаю, приняли самое правильное решение, да? Но в честной борьбе всегда есть победитель, и, как говорится, мы сейчас его узнаем. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые гости. Я хочу выразить благодарность организаторам за такую честь назвать лучший социальный объект ЭйГе 2024. И лучший социальный объект – креативный кластер «Квартал труда» в городе Якутске. Авторский коллектив «Архитектурное бюро База 14». Лучший социальный объект – креативный квартал труда города Якутска. Давайте, дорогие друзья, еще раз поприветствуем. Лучший социальный объект – креативный кластер «Квартал труда». Фотографирование с нашими победителями номинации «Лучший социальный объект». Креативный кластер «Квартал труда». Это действительно крутое место. И провожаем наших друзей вашими аплодисментами. Ну что ж, дорогие друзья, мы также хотим отметить наших официальных партнеров, без которых бы наша церемония не состоялась.
Ваши бурные аплодисменты нашему официальному партнеру группа компаний «Утум Плюс». Как говорят «Утум» про себя, строим красиво, потому что мы архитекторы. Строим качественно, потому что мы строители. «Утум» – компания, где рождаются лидеры. Благодарим строительную компанию «Основа». Компания под руководством Юрия Попова на благо развития Якутии реализует социальные объекты, занимается строительством, ремонтом и реконструкцией жилых и нежилых зданий. Сотрудничество с премией «ЭйГе» для «Основы» – это продолжение стратегии компании по поддержке талантливых архитекторов Якутии. Благодарим Якутско-топливно-энергетическую компанию «Ятэк», основная и старейшая газодобывающая компания Республики Саха-Якутия. Наши теплые овации официальному партнеру образовательной онлайн-платформе для архитекторов, урбанистов, девелоперов и специалистов креативной индустрии STEMS. Итак, давайте узнаем, кто же претенденты в номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости». Внимание все на экран. В номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости» представлены Дом у озера по Вилюйскому тракту в Якутске, база отдыха Пончо Кэмп в Якутске, административное здание по улице Дзержинского в Якутске, гастрономический кластер Инка Трейд в Якутске, реконструкция торгового павильона «Город Мирный», Мирнинский район, гостевой дом Мутукча Хаус в Якутске, торговый центр Ураса Молл в Якутске. Победителя в номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости» вручают архитектурный журналист, главный редактор изданий «Проект Россия», куратор выставочных и образовательных программ, автор книг и исследований о современной архитектуре и урбанистике Юлия Шишалова, город Москва. И начинающий архитектор, выпускник кафедры архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета архитектурного бюро «Снега» Артур Мардинов. Ну что ж, дорогие, вам слово. Всем добрый вечер. Я на этой сцене уже второй раз. Это большая честь. Номинация сложная была в плане оценки, потому что очень разные объекты, и мне самой очень интересно узнать, каков результат. Что скажете, Артур? Да. Наверное, назовете победителя? Ну, давайте. И Победителем становится... гастрономический кластер Инка Трейд в городе Якутске. Ура! Архитектурное бюро база 14. Ну что ж, дорогие друзья, и победителем в номинации становится гастрономический кластер Инко Трейд, здание Инко Трейда. Встречаем большую и дружную команду Инка Трейда. Лучший объект коммерческой недвижимости 2024 премии «ЭйГе». Могу говорить. Добрый вечер всем участникам. Но мы впервые на данном мероприятии, безусловно. Вы огромные молодцы, то, что вы проводите подобные мероприятия. Вот мы бизнес, мы не строители. Я вот смотрю на присутствующих здесь, как правило, там архитекторы, дизайнеры. Мы нет. Нам очень рада, что нас оценили, что нас заметили. Я желаю всем любви, красота спасет мир. Мы реанимировали объект 1961 года рождения.
И как бы, когда строители строят все с нуля, мы восстанавливали объект. И благодаря вот этим прекрасным, замечательным людям мы это сделали. Я прошу прощения, немножечко трясусь. Также в зале присутствуют люди, без которых, в принципе, этот объект бы не родился. Семенов Иван Никитич, вы здесь находитесь. Я вам искренне благодарна за то, что вы поверили в меня, в проект, и мы это сделали. Ребят, вы все огромные молодцы. Бизнес в Якутске – это предприниматели, строители. Вы все очень крутые, и я думаю, что мы можем занимать хорошие места не только, прошу прощения, не только в Якутске, но, я думаю, нужно выходить на какой-то другой уровень. И это может быть не меньше, чем Дети Азии. Все впереди. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, провожаем вашими теплыми аплодисментами. И мы узнали лидеров первых номинаций архитектурной премии ЭГЭ. Ну а сейчас всех победителей и всех номинантов поздравляет специальный гость. От имени всей молодежи Якутии встречаем на этой сцене Серж. И ему нужны ваши аплодисменты. Громче, громче. Добрый вечер, ЭГЭ, как настроение? Отлично. Давайте радоваться, давайте праздновать, друзья, поехали. Караган бағаны, тулалыр харақтар, барым сыралар олар. Сүрағын ол аки, дегінен әрі толар, адыдарға куранда. Әнатыкар, қаным оргыжар, әнатыкар, илия тақ басқа бара. Әнатыкар, тұғын байалар. Әнатыкар, мен тініп көрім қайтара. Көтіқе, бары тінумнан тұран үкіріқе. Сақтар, меқі бәліқті бірді түпкен. Таптал, геттен үләсті дуән. Меқі саңа, тасоқ кәлем елі бен сеті. Кәлі, елі бен сеті. Сақтар, меқі бәліқті бірді түпкен. Таптал, геттен үләсті дуән. Меқі саңа, тасоқ кәлем елі бен сеті. Кәлі, елі бен сеті. Как настроение? Турағын ұтары, бірді тыла соқ мекенің ирағын. Бүгін айығын әлі таптары, толғыңыр қаптаран әндекі қамапын. Арылғы қарақтарын ұйрағын арыңын, кірчігі көрдімін боламын. Бұдалғыңа керемін. Запереды вы здесь! Поехали! Сатар, меха, бәліқ, тәбіпті, түпкен. Таптал, кеттен үләсті туән. Меха, саңа, тасоқ кәлем, илі бен сеті. Кәлі, илі бен сеті. Сатар, меха, бәліқ, тәбіпті, түпкен. Таптал, кеттен үләсті туән. Меха, саңа, тасоқ кәлем, илі бен сеті. Кәлі, илі бен сеті. Громче, громче! Спасибо, всех поздравляю. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, для вас выступал Серж. Продолжаем аплодисментами. Перед объявлением следующей номинации поделимся новостью. В этом году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина утверждены два мастер-плана города Якутска и Нюрнбергской агломерации.
Благодаря планомерной работе Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия, а также Центра компетенции «Лето», в нашей республике в последние годы активно вводится формат мастер-плана. Комплексный подход к рождению новых кварталов, застройки сел и городов. Сегодня свой дизайн-код и мастер-план разработали и разрабатывают сразу в нескольких районах республики. Мастер-план, конечно, обязательно включает в себя благоустройство общественных пространств. Именно теме благоустройства посвящено вручение наших следующих 2 статуэток. В рамках премии ЕГЭ один из объектов благоустройства, кстати, посетили жители номинанта только что объявленной номинации. Это постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Намцы. Организаторы провели для них экскурсию по площади Ленина и рассказали о концепции обновленной площади, а также о процессе разработки проекта. И как вы догадались, следующие номинации экспертами оценивались реализованные за последние годы проекты площадей, скверов, набережных и парков. И это номинация «Лучшее общественное пространство». Внимание на экран. В номинации «Лучшее общественное пространство» представлены: благоустройство площади имени Ленина в Якутске, благоустройство сквера имени братьев Даниловых в селе Бердигистях Горного Улуса, зона отдыха Укулан в городе Томмот Алданского Улуса, парк культуры и отдыха в селе Итыккёль Татинского Улуса, благоустройство зоны отдыха реки Ирилях в городе Мирный Мирнинского Улуса, комплексное развитие улицы Ойунского, путь к реке в городе Ленске Ленского Улуса, экопарк Орто-Сала в городе Алдан Алданского Улуса, парк культуры и отдыха в селе Верхневилюйск Верхневилюйского Улуса, этнокомплекс Тюгехтей в селе Верхневилюйск Верхневилюйского Улуса, благоустройство Мариинского сквера в городе Алекминск Алекминского Улуса, сквер газовиков в Якутске, сквер Республики Саха-Якутия в селе Столбы Намского Улуса. Статуэтку архитектурной премии ЕГЭ 2024 вручает руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето Якутия» целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, член Союза архитекторов Якутии и России Ирина Маркина. А также член правления Хабаровского краевого отделения Союза архитекторов России, член Союза архитекторов России Александр Селеменев. И сейчас мы узнаем, кто же победит в номинации «Лучшее общественное пространство». Я очень рада представлять именно эту номинацию, потому что все эти проекты общественных пространств прошли экспертизу нашего Центра компетенции, нашего управления архитектуры и реализовывались на наших глазах. Александр, вам слово. Я так не волновался только что на зодчестве в Москве, потому что был там председателем жюри, но там не было такой красоты, как здесь. Вы просто сделали что-то нереальное. И еще хочу сказать, я бы вот сейчас только что просмотрел еще раз вот все работы. Они все достойны, конечно, высшей награды, но пусть победит тот, кого выбрало компетентное жюри. Ну, еще могу сказать такие слова. Я когда ехал, думал по-другому все. Несколько сказаний придумал разных, на разные темы. Но вышло все не так, поэтому сегодня это просто вау. Поэтому хочу 2 слова сказать. ЕГЭ – это любовь. Любовь к профессии, любовь к вашим жителям, любовь к тому, чем вы занимаетесь. И пусть она вас вдохновляет и дальше на новые творения. Ну а сейчас результат. Лучшее общественное пространство, площадь Ленина в городе Якутск. Лучшее общественное пространство. Якут-проект.
Ну что, дорогие друзья, давайте еще раз с восторженными аплодисментами встречаем победителей номинации «Лучшее общественное пространство ЭИГ 2024». Давайте еще раз поддержим бурными аплодисментами площадь Ленина в городе Якутске. Лучшее общественное пространство. Огромное спасибо за такой праздник. Он с каждым годом становится все лучше. И я хочу еще благодарность привести Управлению архитектуры и градостроительства при главе республики, Центру компетенции и, конечно, нашим подрядчикам, это ДРСО, которые воплотили в жизнь наши задумки. Ну что ж, дорогие друзья, давайте скажем спасибо и провожаем вашими аплодисментами. А сейчас, дорогие друзья, многие наверняка вспомнят свое детство. Возможно, а возможно и по-хорошему позавидуют. Времена меняются, меняются дети и, конечно, меняются дворы. Давайте посмотрим, как же дворовые территории изменились сегодня и как стали счастливее наши дети. Итак, вашему вниманию номинация «Лучшая дворовая территория». Внимание все на наш экран. Лучшая дворовая территория представлены. Дворовая территория по улице Мира в городе Вилюйск, Вилюйского улуса. Мини-парк в селе Магарас, Горного улуса. Дворовая территория по улице Аюнского в городе Мирный, Мирнинский район. Дворовая территория по улице Комсомольская в городе Мирный, Мирнинский район. Дворовая территория по улице Тихонова в городе Мирный в Мирнинском районе. Дворовые территории по улице Геологов в городе Нерюнгри, Нерюнгринский район. Дворовая территория по улице Кирова в городе Томмот, Алданский район. Дворовая территория по улице Молодежная в городе Алекминск, Алекминского улуса. Дворовая территория по улице Первомайская в городе Ленск, Ленский район. Дворовая территория в селе Сунтар, Сунтарского улуса. Дворовая территория по улице Петра Алексеева в Якутске. Итак, в какой же район или город поедет заветная статуэтка? Победителя этой номинации объявит директор управления по работе с городами фонда Андрея Мельниченко, член экспертного совета Министерства строительства России по формированию комфортной городской среды Екатерина Манжула. И глава Горного улуса муниципального района, обладатель Гран-при премии ЕГЭ 2022 Никита Андреев. Добрый вечер. Мы очень искренне рады здесь поучаствовать. Выражаем огромную благодарность организаторам, всем архитекторам за то, что с каждым годом уделяется такое большое внимание в развитии наших сельских территорий. И от имени наших жителей хотим поблагодарить всех участников этой крупной премии ЕГЭ. Уважаемые участники,
Дворы – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, выходя на улицу в этот мир. И от того, как они выглядят, зависит не только, как выглядят наши города, да, удобно нам ими пользоваться или нет, но в том числе каждый двор несет в себе и другие функции. От того, какие у нас детские площадки, зависят не только, развлекаются ли наши дети, да, а формируется ли у них дружба, получают ли они какие-то новые знания, навыки. Иногда хорошо спроектированный двор способен изменить микрорайон. Сейчас мы все знаем, как сложно благоустраивать дворы. Да, финансирование не то, что на общественные пространства. И те команды, которые справляются с этой сложной задачей сделать не только красиво и удобно для наших жителей по их же пожеланиям, но в том числе и решить этот вопрос, как сделать пространство, которое будет влиять на весь микрорайон, да, и на наших жителей. Я думаю, сегодня это та самая команда победила, которой удалось это лучше всего. Итак, победителями стали мини-парк в селе Магарас Горного Улуса, архитектурный коллектив «Намада». Ликует команда победителей! Лучшая дворовая территория. Под ваши бурные аплодисменты встречаем село Магарас. Долгая вверх тоқтуысты. Бөккис премия полар, iki статуэтка вот. В начале строительства вот с генеральным подрядчиком Ильей Ивановичем Николаевым пришли к общему мнению, что надо построить так качественно, чтобы получить эту статуэтку. Это, конечно, шутка. Огромная благодарность архитектурному бюро Айти Брызгаловой, Анку Гасич, всему архитектурному бюро «Намада», ООО «Техстандарт», директору Илье Ивановичу Николаеву, руководству нашего УЛУСа и, конечно же, моим специалистам Василию Петровичу, Анне Николаевне, Аине Ивановне, Александру Ивановичу, Андриану Андреевичу, всем, кто приняли участие в строительстве нашего мини-парка. И давайте похлопаем всем муниципальным служащим, которые работают во благо нашей республики, всем муниципальным служащим всех муниципалитетов нашей республики. Ну что, дорогие друзья, лучшая дворовая территория. Номинация побеждает благоустройство мини-парка в микрорайоне Джулур, село Магарас. Ну что, дорогие друзья, продолжаем аплодисментами. И сейчас следующая номинация на первой премии была представлена как экспериментальная. И в результате вышло так, как и было задумано организаторами. Сейчас это одна из самых ярких номинаций. Это одни из самых интересных объектов. Действительно, в вопросах совершенства городской и сельской среды важен комплексный подход и особое внимание к деталям, а особенно коммуникациям и объектам инфраструктуры и промышленности. Итак, наступил момент познакомиться с кандидатами в номинации «Лучший объект инфраструктуры и промышленности». Внимание на экран. В номинации «Лучший объект инфраструктуры и промышленности» представлены здание аэровокзала в поселке Хандыга, Тампонского улуса, служебно-пассажирское здание аэропорта Нерюнгри в поселке Чульман, Нерюнгринский район, мост через реку Менкюле в Тампонском улусе, газовый участок в селе Бердигистях Горного улуса, благоустройство проспекта Ленина в Якутске, освещение улицы Индустриальная, Мостовая, Бабкова в городе Мирный, Мирнинский район, мостовой переход через реку Марха в Нюрбинском улусе, вахтовый комплекс на Эльгинском угольном месторождении, Нерюнгринский район, вахтовый комплекс на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе,
Ну что ж, дорогие друзья, приглашаем на сцену генерального директора акционерного общества «Республиканское ипотечное агентство», стратегического партнера премии ЭйГе 2024 Лия Шайнурова. А также председателя правления Союза архитекторов Якутии Семена Никифорова. В этом году Союз архитекторов Якутии отмечает свое 60-летие. Давайте теплыми овациями поздравим с этой знаковой датой. Союз архитекторов Якутии. 60 лет. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, хочу, конечно, поздравить моих коллег, архитекторов, все сообщество наше архитектурное в связи с 60-летием нашего Союза архитекторов Якутии. Мы сегодня здесь собрались, чтобы отметить лучшие объекты в области архитектуры и строительства. И хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они включили столь важную номинацию, как лучший объект инфраструктуры и промышленности. Ведь без этих объектов невозможна жизнь в наших городах и селениях. И вне зависимости от результата все номинанты являются победителями. И хотел бы их всех поблагодарить за то внимание и вклад в архитектуру. Выскочить. Безусловно, данная премия и вот именно в этой номинации, это, можно сказать, очень серьезно, и так как объекты инженерной инфраструктуры очень для нас важны. Но сейчас мы узнаем и увидим, что команда, которая сейчас выиграет, она не только построила объект инженерной инфраструктуры, но еще он красив и достоин именно такой награды. И это проспект Ленина в городе Якутск. Заказчик МКУ «Главстрой», подрядная организация ООО «Кинг-95», авторский коллектив «Ростройпроект». Итак, поздравим лучший объект инфраструктуры и промышленности. Проспект Ленина. Давайте встречаем их вашими аплодисментами и овациями. Дорогие друзья, мы дарим победителю заветную статуэтку, памятный диплом и прекрасный букет от одного из партнеров премии ЭйГе 2014, студии современной флористики, декора и доставки букетов «Си счастье». Что я могу сказать, друзья? Большое спасибо. Я очень рад, что этот важный и действительно красивый и новый объект получил достойную награду. А самое главное, хотелось бы верить, что это новые стандарты качества, в том числе и городской среды, и дорожного строительства, которые будут дальше только сподвигать нас к тому, чтобы делать дороги не только удобными, не только красивыми, да, чтобы это были полноценные улицы. Спасибо. Я попрошу сюда выйти соавторов этого проекта. Дизайн-студия «Сулусчан». Архитектурное бюро «База-14». Центр компетенции по вопросам городской среды «Лето Якутия». Это на самом деле огромный объект, в котором работала целая команда архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, строителей, дорожников. И, конечно же, окружная администрация города Якутска. Спасибо вам всем огромное. Выходим все на сцену. Все, кто работал во благо нашего проспекта Ленина. Выходим. Их очень много, действительно. Это не один и не 10 человек. Это сотни людей. Бурные аплодисменты! Что
Большое спасибо. Дорогие друзья, мы не устаем воздавать должное тем, благодаря кому мы имеем возможность чествовать лучшие объекты архитектуры и дизайна. И, конечно, давайте поаплодируем нашим партнерам, в том числе культурным партнерам и информационным партнерам. Вот сколько их. Давайте подарим аплодисменты нашим партнерам. Вместе мы создаем среду, а среда нас вдохновляет. Отдельно мы хотели бы горячо поблагодарить Центр современной культуры и искусства имени Юрия Гагарина, весь коллектив за вашу поддержку и содействие в организации церемонии вручения премии ЭйГе 2024. Архитектура, она, конечно, охватывает все формы в нашей жизни. И есть небольшие объекты, есть громадные, есть грандиозные. А еще вы часто наверняка замечали красоту в деталях и малых архитектурных формах. Совершенно верно. Ведь очень важно уделять внимание деталям. Каждая вывеска, навес, деревянные скульптуры, памятники, арт-объекты и муралы – это все про архитектуру. Это все про дизайн среды. Ну что ж, дорогие друзья, итак, наступил момент познакомиться с кандидатами в номинации «Лучший дизайн среды». Внимание на экран. В номинации «Лучший дизайн среды» представлены круговая развязка по Вилюйскому тракту в Якутске, навес Тюсюлге в архитектурно-этнографическом комплексе Исэх-Туймады в Якутске, мурал на набережной Романа Дмитриева в Якутске, мурал на многоквартирном жилом доме в городе Нерюнгри, Нерюнгринский район, смотровая площадка в местности Кулаты Хангаласского улуса, дизайн-код Центрального городского парка в Якутске, дизайн-код города Алекминск, Алекминского улуса, дизайн-код Царства Вечной Мерзлоты в Якутске, реставрация деревянной скульптуры в городском парке города Мирный, Мирнинский район, парк-отель Нарада Вилладж в поселке Моксуголох Хангаласского улуса. И, дорогие друзья, победителя этой номинации объявит дизайнер студии Артемия Лебедева-Кыдана Игнатьева. И блогер, амбассадор премии ЭйГе 2024 Елена Амосова. Здравствуйте. Ура! Главной миссией моей деятельности в данное время является показать культурное и этническое многообразие нашей страны, чтобы развивать толерантность и добро друг к другу. Это для меня сейчас самое важное. И проекты, которые сейчас я показываю по всей нашей стране, являются супер вдохновляющими. Парки, наши разные проекты, навигационные системы, муралы, они вдохновляют и показывают многообразие по части разных народностей нашей республики. И сейчас номинанты, которые представлены, считаю всех победителями. Лена, а ты что считаешь? Ну, я считаю, что у нас очень интересные номинанты, их целых 10 штук, но все же я хочу голосовать, точнее болею за место, где отдыхает моя душа. Это место с особенной историей, энергетикой и, конечно же, современной архитектурой. Все поняли, что я говорю про Нарада Вилладж. И еще я хотела бы отметить Кулаты. Это вот место, которое стало действительно притяжением многих гостей и жителей нашей республики. Не будем долго томить, откроем конверт вместе и скажем, кто же победитель. Ну, давай. Так. Да-да-да. Итак, лучший дизайн среды, смотровая площадка местности Кулаты Хангаласского улуса. Ваши бурные аплодисменты. Авторский коллектив Града Кыдана Игнатьева. Заказчик ГК «Утум». Подрядная организация ГК «Утум» и
и рекламное агентство «ЗС Принт». Приглашаем всех на сцену. Ну что ж, дорогие друзья, победители в номинации «Лучший дизайн череды». Одерживает смотровая площадка в местности Кулаты Хангаласского улуса Республики Саха-Якутия. Давайте поприветствуем победителей вашими аплодисментами. Еще раз добрый вечер. Конечно, хотелось бы услышать от авторов, но ребята, видимо, стесняются. Может, скажете? Это было неожиданно. Мне кажется, про этот проект очень хорошо могла бы рассказать все-таки Дана. И хочу, чтобы ты подошла к микрофону и рассказала немножко про это. Это проект, который мы начали разрабатывать по заказу Центра компетенции еще 3 года назад. До этого был построен мост Утума Плюс в 2019 году. И после этого мы решили это как-то упаковать в фирменный стиль. Вы можете посмотреть, там тотемная птица Хангаласского района. Мы использовали там впервые новгородовский алфавит. И все вот эти вот богатую историю мы показали еще на навигационных знаках. На самом деле проект не такой, можно сказать, дорогой, но он является каким-то вот местом притяжения. Туда приезжает куча людей. Вот вчера мы туда ездили, пешие туристы. Он стал каким-то, можно сказать, ярким. И как-то вот начали вот так же делать в других районах. То есть он стал трендовым, можно сказать. Поэтому огромная благодарность компании «Утум Плюс», что поддержали и спонсировали первый этап и второй этап. Да все. Я бы хотел отметить огромную работу ребят, особенно Даны. Она глубоко изучила историю культуры якутской в целом и этого места локально, и отразила это в деталях. Спасибо большое. Продолжаем аплодисментами. И как мы сегодня отметили в этом году, наша премия приурочена к знаменательному юбилею Союза архитекторов Якутии. Вот уже на протяжении 60 лет Союз объединяет профессионалов своего дела и дает силу и мощь молодым специалистам. В 1964 году 9 молодых архитекторов, охваченные вдохновением и азартом, решили создать свою профессиональную организацию. Первым руководителем нового союза стал коренной житель Якутии Нариман Суханов, родившийся в поселке на реке Алдан, выпускник МАРХИ, всю жизнь посвятивший становлению и развитию градостроительства российского севера. Архитектура – это, конечно, не только про визуальную составляющую, но это и про смыслы. Наверняка многие из вас согласятся с нами в том, что именно в архитектуре и строительстве человек отчетливо видит историю и развитие всего человечества. Дамы и господа, мы рады представить вашему вниманию особую награду архитектурной премии ЭйГе 2024. Специальный приз за вклад в развитие архитектуры одному из самых почитаемых и уважаемых специалистов в области архитектуры и градостроительства. Специальный приз за вклад в развитие архитектуры и статуэтку премии ЭйГе 2024 вручают Хедлайнер нашего мероприятия, мэтр архитектуры, член Союза архитекторов, Союза художников, Союза графиков России, профессор Международной архитектурной академии Тотан Кузембаев. А также приветствуем инициатора премии в области архитектуры и дизайна ЭйГе Ирину Алексееву.
Добрый вечер, друзья. Я впервые в Якутске. Я про Якутск знал только по книгам, по Ютубу и так далее. Вот. И мне казался это такой суровый край. Здесь вообще жить очень, наверное, жизнь трудная, да, нелегкая. Но когда я сюда прилетел, увидел, оказался еще суровее. Даже то, что вы говорите, что сейчас сегодня тепло, я не знаю, что будет, когда холодно. Просто я восхищен вами. Просто вы здесь живете, какие-то люди, какой-то, я не знаю, сделанные из стали, железа. Вот, не боитесь никаких трудностей. Создали такой прекрасный город. Он не уменьшается, наоборот, увеличивается. Вы ее дальше строите. Меня это восхитило. Вот, знаете, вот сейчас очень многие люди хотят освоить Марс. Я так думаю, если мы тоже начнем освоить Марс, надо вас отправить туда, чтобы вы там могли создать условия, чтобы потом мы приехали, проводили эти форумы, вручали премии. Вот. Это такое мое восхищение вами. Вообще, как бы слово «саха» с казахского переводится «главный». Вот если есть какой-то крепкий человек, главный, его называется саха, саха-жигит. То есть здесь живут одни такие главные сахи. Вам здоровья, успехов. И очень приятно, тут какие-то сюрпризы. Оказывается, я должен вручать премию, как самый старый, самому старому. Это тоже приятно. Вот. Не самый старый самому старому, а самый творящий самому творящему. Да, вот самый старый творящий дарит самому старому творящему. Понимаете, это вот очень приятно, что вы не забываете нас. Иногда вспоминаете и какую-то медаль или что-нибудь даете. Нам это приятно, а вам это ничего не стоит. Спасибо. Теперь ждем, кто же обладатель. Спасибо, Татан. А на самом деле я хочу сказать, что кроме 15 номинаций, именно эта номинация, именно этот трибьют, это ода архитекторам. И это не случайно. Премия архитектурная посвящена именно архитекторам и дизайнерам, творцам, художникам, тем, кто создает будущее. И я с гордостью открываю этот конверт, объявляю, что за особый вклад в развитие архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия трибьют вручается Николаеву Иннокентию Афанасьевичу, заслуженному архитектору России, автору благоустройства площади Ленина. Это его последний проект на сегодня, и еще много-много проектов впереди. Ваши бурные аплодисменты Иннокентию Афанасьевичу. Старый старому, да? Ну, вчера вроде бы был молодой и перспективный. Время быстро летит. Так что вот, оказывается, постарели. Спасибо. Ничего. Ну, здорово, здорово. Иннокентий Афанасьевич, мы вас не отпускаем. Иннокентий Афанасьевич, не уходите, пожалуйста. Вы уже на протяжении 40 лет привносите неоценимый вклад в развитие архитектурного облика Якутии. Работаете в Республиканском проектно-изыскательном институте «Якутпроект» с момента его основания. Во время работы института были спроектированы и реализованы такие социально значимые проекты, как здание бриллиантового цирка Якутии, здание Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням в Республике Саха-Якутия,
Саха-академический театр, плавательный бассейн Чулбон и международный аэропорт Якутск и многих-многих других. Иннокентий Афанасьевич также является автором исторического проекта в республике «Площади Ленина» в столице Якутска, победителем номинации «Лучшее общественное пространство» нашей премии ЕГЭ-2024. И прямо сейчас будет вручен специальный приз, который, на наш взгляд, является символом народной благодарности за главную площадь республики. Для вручения специального приза на сцену приглашаются генеральный директор и основатель ювелирной фирмы «КРГ» Александр Павлов. И вместе с ним директор ювелирного дома «КРГ» Майя Степанова. Уважаемые друзья, участники сегодняшнего праздника архитекторов, мы тоже ювелиры, тоже архитекторы, можно сказать. Мы, начиная от эскиза, кончая полировки, тоже делаем, творчески подходим к своей работе. Ну, все как у вас, только мы мини, а вы, можно сказать, глобально. И вот мы учредили специальный приз. Этот приз, ну не копия, конечно, но такая, как можно сказать, ну, будущая площадь республики, ну, нынешняя площадь Ленина, связанная вот 12 Серге. У нас есть Керге проект, называется «Серге шагает по планете». Поэтому мы от души это приняли как продолжение нашего проекта и вот сделали в серебряном виде вот нашу площадь. Это впервые в нашей республике. И это вручаю от всей души. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз подарим бурные аплодисменты. Сетігіл дақсыр тістеген білікте қайын. Белеге ұлыңғы хеведігер Иннокентий Афанасьевич Николаевка. В дань уважения и любви к Иннокентию Николаеву, а также всем архитекторам-наставникам, в честь юбилея Союза архитекторов Якутии мы подготовили для вас еще один подарок. На этот раз музыкальный. Давайте, дорогие друзья, вместе зажжем наши огни. Огни сотен наших благодарных сердец. Мы просим вас включить фонарики на ваших смартфонах. Исти дорог хэнсогар курудун болом мен бардым билебим хэйгми Ödüsüçüm hörü Taptı
господа, Наталья Большакова. Воистину талантливый человек, талантлив во всем. В республике Наталья известна под псевдонимом артиста Наталья Бриз. Но она является не только певицей и победительницей вокальных конкурсов, но и нашей коллегой, архитектором, непосредственно ученицей Иннокентия Николаева. Под его мудрым наставничеством Наталья Большакова-Бриз работает с ним бок о бок в институте «Якут-проект» главным архитектором проектов института. И сегодня ее проект «Общеобразовательная школа в поселке Жата» является, кстати, номинантом премии ЕГЭ 2024. Ваши аплодисменты, Наталья Вот Бриз. такой талантливый архитектор. Еще раз бурные аплодисменты, Наталья Бриз. Вручение премии в любой области – это не только блеск софитов, награды и дипломы. Признанию любого труда предшествует огромная работа. Давайте подарим аплодисменты экспертному совету. Это настоящие профессионалы своего дела. Без чьей оценки не было бы этой премии. Ведущие архитекторы и дизайнеры нашей республики. И, конечно, отдельные аплодисменты федеральным экспертам. Встаньте, пожалуйста, покажите себя. Эксперты, где вы? Хотим увидеть их. Вот они, федеральные эксперты. Браво! Эти аплодисменты в вашу честь. Премия ЕГЭ не просто архитектурная премия, а премия в области архитектуры и дизайна. У нас в республике есть ассоциация дизайнеров интерьера. Господа дизайнеры интерьера в зале, пожалуйста, встаньте и покажите себя. Дизайнеры республики, где вы? Видим. И следующая номинация, как вы догадались, посвящены дизайну. Итак, номинация «Лучший интерьер социальных объектов». Внимание на экран. В номинации «Лучший дизайн интерьера социальных объектов» представлены дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Намцы, Намского Улуса. Дополнительное здание школы имени Самсоновых в селе Хатасы. Спортивный комплекс «Триумф» в Якутске. Дворец спорта «50 лет Победы» в Якутске. Республиканский образовательно-оздоровительный центр Сир-Устара в селе Кимпиндяй Сунтарского Улуса. Музей дружбы народов имени Уткина в городе Нюрба Нюрбинского Улуса. Школа 21 от Сбера в Якутске. Дополнительное здание к школе номер 12 в селе Пригородный городского округа Якутск. Дневной стационар медицинского учреждения по улице Свердлова в Якутске. Победителя объявит главный архитектор проектного центра «Ярус» Елизавета Сорокина. И председатель постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Александр Корякин. Иногда немножко надо врываться. Мы приглашаем на сцену заместителя главы города Якутска Антона Анатольевича Алексеенко. Антон, прости, я все время забываю твое отчество. Всем добрый вечер. Спасибо большое за возможность и честь быть здесь и вручать награду в такой номинации, как социальный дизайн, потому что, безусловно, социальный дизайн — это очень важно, так как он, можно сказать, формирует в глазах граждан образ нашей страны и формирует самих граждан, потому что в таких зданиях мы, безусловно, проводим достаточно большую часть нашей жизни. Вот, поэтому спасибо премии за то, что поощряет подобные проекты и стимулирует их быть еще лучше. Еще раз всех приветствую, дорогие друзья. Большое спасибо за то, что мне выпала честь вручить
номинацию одному из победителей премии ЕГЭ. Я еще раз приветствую всех гостей в нашем городе. Действительно, премия выходит с каждым разом на все более и более высокий уровень, и будем надеяться, что и дальше мы будем стремиться к новым высотам. И мне на самом деле вдвойне приятно, что вот именно эта номинация попалась мне, потому что мы говорим про архитекторов, это все монументально, но в том числе и дизайнеры, люди, которые создают вот эти вот маленькие комфортные пространства, близкие к каждому. Итак, дорогие друзья, в номинации «Дизайн» у нас победителем объявляется спортивный комплекс «Триумф». В номинации «Лучший дизайн интерьера социальных объектов» выигрывает ЦСП «Триумф». Встречаем овациями победителей в номинации «Лучший интерьер социального объекта». Организаторам, спасибо жюри, что оценили нашу работу по достоинству. Ну и, конечно, спасибо большое моим коллегам, компании «Дизарт». Мы совместно сделали, проделали большую работу, поэтому вам всем большое спасибо. У нас социальный объект, у нас очень много населения тренируется, ходят каждый день, поэтому мы постарались сделать для них красиво и уютно. Всем большое спасибо. Хорошо, дорогие друзья, провожаем наших победителей вашими аплодисментами. И мы продолжаем эстафету номинаций в области дизайна премии ЕГЭ 2024. И наша следующая номинация – «Лучший дизайн интерьера коммерческих объектов». Внимание на экран. В номинации «Лучшее коммерческое офисное помещение» представлены оздоровительный центр Skin Time Wellness в Якутске, офис транспортной компании Аям Транссервис в Якутске, кафе Монреаль, спортивного комплекса Триумф в Якутске, ресторан сердечной кухни Аврора в Якутске, офис охранной компании Щит и Меч в Якутске, зал отдыха Байнай, банной усадьбы Акваленд в Якутске. И победителя номинации объявляет предприниматель, фотограф, блогер, амбассадор премии ЕГЭ Антонина Бочкарева. А также заместитель председателя Союза архитекторов Якутии, руководитель проектного бюро «Арка», архитектурный фотограф Сергей Барахов. Я очень рада представить эту премию. Вообще премия, мне кажется, ее даже аналогов нету в России. Я поискала в интернете, есть только в больших городах, в Москве, в Питере, но вот такого, чтобы в светском, как наше мероприятие, кажется, нету. Поэтому мы первые и единственные. Всех поздравляю. Являясь амбассадором Алданского района, я думаю, что эта премия вдохновит нас, и мы в следующем году Алданский район представим еще больше номинаций, будем участвовать. Вчера мы выиграли на номинации «Народное голосование» «Лучшее общественное пространство». Набрали очень много голосов, работали над этим. Всех поздравляю, алданцев. Так что мы будем нацеленно работать на премию, чтобы в следующем году что-нибудь взять. Вот. Да.
Бастыдан туран гадилехпен магарбын, гадилех молода. Бу эге бараханнига хылайы хайдан ихер, чөйті чөй болан ихер. Онда бу келбет гаджеттарга бихигес болжонын спадын көддөрөкка. Онон текпен магарабын бар бутер. Эгадда архитектура бараханнигинан, эгене хайыннары бараханнигинан, эгене үчүгеге кырыхыбайы көрөр жонорганан бараханнигинан. Урой! 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 Айхал! Айхал! Көрәдік долгый алым. Чәбелейін аяқпыт беге. В номинации «Лучший интерьер коммерческих объектов» ресторан «Нарада Вилледж», поселок Максоголла, Кангаласского улуса, авторский коллектив ИП Сошников, дизайн-студия «Реди», город Новосибирск, заказчик ИП ТО, Мария, Мира. Итак, встречаем победителей в номинации «Лучший дизайн интерьера коммерческих объектов». Ресторан «Нарада Вилледж», поселок Максоголов, Хангаласского района. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз поприветствуем Нарада Вилледж. Ой, добрый вечер, друзья. Ой, действительно, я очень рада. Вот я второй раз стою на этой замечательной сцене и счастлива, очень счастлива. И даже не ожидала, можно сказать, что так высоко нас оценят жюри. И в этот раз тоже. Огромное вам спасибо. Конечно же, Эйге делает, Эйге вдохновляет, развивает нашу среду, ту среду, где мы хотим жить, творить и любить, где уютно, комфортно, красиво. И это все делаете вы. Огромное вам спасибо нашим проектантам, нашим архитекторам, нашим организаторам, которые вдохновляют нас, чтобы мы и дальше дарили свою любовь всем нам, нашей республике, чтобы наша республика только хорошела и развивалась. Огромное спасибо моей команде, которая денно и ношно, с чувством любви и искренней заботы всегда ждет всех наших гостей и делает чуточку счастливее всех вас. Спасибо большое. С праздником! Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз подарим бурные аплодисменты. Нарада Вилледж. Сегодня мы много раз отмечали наших партнеров. И следующая номинация посвящается вам, дорогие друзья, предприниматели и бизнесмены. Вы сегодня меняете мир к лучшему, развиваете жизнь и, конечно, очень важным в работе предстает окружающая среда. В следующей номинации мы заглянем в гости в ваши офисы. Итак, номинация «Лучшее коммерческое офисное помещение». Внимание на экран. В номинации «Лучшее коммерческое офисное помещение» представлены оздоровительный центр Skin Time Wellness в Якутске, офис транспортной компании Аям Транссервис в Якутске, кафе Монреаль, спортивного комплекса Триумф в Якутске, ресторан сердечной кухни Аврора в Якутске, офис охранной компании Щит и Меч в Якутске, зал отдыха Байнай, банной усадьбы Акваленд в Якутске. Ну что ж, друзья, победителя объявляет и статуэтку премии ЕГЭ вручает
главный редактор первого в Якутии журнала об архитектуре, строительстве и дизайна Ая Кривошапкина. А также режиссер Николай Корякин Айдын аты. Всем добрый вечер. В этот волшебный, удивительный вечер я хочу от всей души, от имени редакции первого в Якутии журнала про строительство, архитектуру и дизайн «Да, Якутия» поздравить с этим замечательным праздником красоты. И, пользуясь случаем, хочу отметить наших талантливых якутских дизайнеров. Давайте похлопаем. Девочки! Потому что наши талантливые дизайнеры, они на самом деле известны на всю страну, не побоюсь этого слова, потому что якутское видение, оно чуть-чуть отличается своей глубиной, и поэтому их творения просто замечательные. И вот когда мы готовили журнал, мы всей редакцией понаблюдали, что же объединяет строителей, архитекторов и дизайнеров. И мы поняли, и вы, наверное, тоже знаете ответ, их всех объединяет любовь. Потому что только любовь к людям, любовь к жизни, любовь ко всему, что нас создало, это дает силу нам жить, силу творить. Вот поэтому в этот чудный вечер очень много сказала. Так, давайте, Николай, давай. Я скажу пару слов. Ага. Всех архитекторов, дизайнеров и номинантов премии АйГе всех поздравляю с таким шикарным праздником. Хочу отметить очень высокий уровень организации. Желаю вам, организаторам, еще дальнейших высот и успехов. И хочу поблагодарить, что позвали меня. Улхан Махтал. Итак, давайте, друзья, узнаем лучшее коммерческое офисное помещение. Оздоровительный центр Skin Time Wellness. Авторский коллектив Анастасия Юрина, дизайнер и заказчик Ирина Матвеева. Оздоровительный центр Skin Time Wellness, город Якутск. Спасибо большое за оценку моего труда, такую высокую. Ну, проект был очень интересный, заказчик замечательный, из бригады повезло. Ну, вообще все получилось. Ура! Я очень рада. Спасибо вам большое еще раз. И эти аплодисменты звучат в ваш адрес. Спасибо. Актуальным на сегодня является устойчивое развитие и сохранение экологии. Есть такая присказка: каждый капля в море, а вместе океан. Подобно этому озеленение в любом архитектурном проекте либо дизайн дает свои плоды. И территории с каждым годом становятся все зеленее. Наша следующая номинация – лучшее загородное благоустройство и ландшафт. Внимание на экран. В номинации «Лучшее загородное благоустройство и ландшафт» представлены озеленение территории детского сада Тулукчан в Якутске, ландшафтное оформление территории здания ПАО «Сургутнефтегаз» в Якутске, озеленение сквера газовиков в Якутске.
Победителя объявляет и статуэтку вручает дизайнер, модельер, архитектор Изабелла Дордосова, а также программный директор образовательной онлайн-платформы STEMS Ваня Соколов, город Москва. Давайте еще раз поприветствуем вашими аплодисментами. Всем привет. Вы все очень красивые. Вообще должен сказать, что часто благоустройство в архитектуре, оно часто выходит на какой-то второй план, но когда оно появляется, когда над этим работает хороший архитектор, который это умеет и научился этому делать, сразу объект приобретает какую-то невероятную ценность и начинает играть новыми красками. Вот. И, наверное, лучшая команда, которая разработала такое благоустройство, это... Сейчас мы объявим. Добрый вечер всем. Для меня большая честь объявлять эту награду. Итак, лучшее загородное благоустройство и ландшафт. Ландшафтное оформление территории здания по Сургутнефтегаз, город Якутск. Авторский коллектив Наталья Цикун, заказчик по Сургутнефтегаз, подрядная организация ИП Цикун НИ. Ну что ж, друзья, давайте встречаем победителей вашими аплодисментами. лучшее загородное благоустройство и ландшафт. Ландшафтное оформление здания ПАО «Сургутнефтегаз», город Якутск. Это очень волнительно здесь стоять. Я всего лишь скромный ландшафтник. Хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку и за такую высокую оценку. Спасибо. Ну что ж, эти аплодисменты звучат в вашу честь. Спасибо. Ну а мы движемся далее. В последнее время снова возвращается тренд на проживание в собственном частном доме за городом. Действительно, как много новых прекрасных микрорайонов вырастает в пригороде Якутска. Можно, конечно, самому строить. Всегда можно вдохновиться работами профессионалов, как и в следующей номинации. А еще лучше обратиться к ним. Итак, дорогие друзья, наша следующая номинация – «Лучший загородный дом». Внимание на экран. В номинации «Лучший загородный дом» представлены: дом в стиле эклектика, дом в стиле современная классика, частный дом с банным комплексом, частный дом «Хрустальный дворец», загородный дом для молодой семьи. Победителя объявляет руководитель и учредитель архитектурного бюро «ФИШ», основатель и директор «Урал-Руин», город Екатеринбург, Артур Ларионов. И сити-блогер города Якутска, амбассадор премии ЭГЭ 2024 Анастасия Груздева. Хочется в первую очередь сказать, что ЭГЭ – это та премия, которая позволяет заглянуть, что строительство – это не просто какая-то бездушная коробка, и что она не строится только строителями, которые работают на стройке, что за ней стоят большие команды,
которые вкладывают в свой проект очень многое, в том числе то, как он будет использоваться, как он будет выглядеть, и что он здесь, что этот проект, он на долгое время для того, чтобы людям было в нем комфортно. Поэтому большое спасибо премии, что она существует, и она поможет также подтянуть качество тех проектов, которые только строятся, потому что они захотят в ней участвовать и побеждать. Спасибо. Тем более, когда мы говорим про дома, в которых мы с вами живем, и мы понимаем, что интерьер этого дома влияет на наше с вами и настроение, и самочувствие, как мы хотим вести свой бизнес, как мы хотим делать свои дела. И в этой премии тум-турум-пу-пум, Лучший загородный дом тоже лучший побеждает. загородный дом побеждает. Дом в стиле эклектика, город Якутск, авторский коллектив ООО «Красный конь». Ну что ж, дорогие друзья, давайте аплодисментами встречаем победителей в номинации «Лучший загородный дом». Дом в стиле эклектика. Я второй раз уже на этой сцене, в этот раз в качестве победителя по номинации. Благодарю всех организаторов, особенно Ирину Дмитриевну, а также Центр компетенций «Лето». И это действительно такой красивый большой праздник, большое событие в жизни нашего города. И еще раз вам большое спасибо за то, что организовали эту премию, и желаю премии дальнейших успехов и только развития. Мы счастливы нести красоту в нашу среду. Красота вокруг нас, красота внутри нас. Не забывайте. Всем красоты и любви. Спасибо за награду. И красивые аплодисменты. Наша премия сегодня посвящена не только прекрасным объектам, но и людям. Люди мечтают, люди создают среду, люди наполняют среду. Сейчас давайте обратим внимание на личное пространство человека, на его самое главное место в жизни. Это уютный дом. Итак, дорогие друзья, следующая номинация про дизайн квартир. Первая номинация «Лучшая малогабаритная квартира до 40 квадратных метров». Внимание на экран. В номинации «Лучшая малогабаритная квартира до 40 квадратных метров» представлены: однокомнатная квартира в ярких тонах, однокомнатная квартира 40 квадратных метров. И победитель объявляют, и статуэтку премии ЭГЭ вручает совладелец Утум Плюс Олег Карамзин. А также автор и ведущий YouTube-канала Тох Сону, инфлюенсер-амбассадор премии ЭГЭ 2024 Раиса Прокопьева. Коллеги, добрый вечер в третий раз. Не ожидал, что с такой частотой надо будет выходить на сцену. Я хочу отметить, что очень интересно, а порой очень сложно искать решения в стесненных условиях, где нужно правильно соблюсти баланс между функциональностью и красотой. Өтөке ханан күнде эге премия кытылақтара, кыйлақтара, тәриячилері. Сақа бастың креативный жонын орталарыр тұрамын, долген тұрамын маннық бәм сақа бастың жонырыттан интервью олар кейі боларын бұғытынан кылғасты кәтекпін бағарым. Сақа сақатынан астық, мындыр өйдақ, сырдық саналақ, керей гелақ, унысылаз желақ, сақа бастың жоныры болу қайын dekпін бағарым.
конвертер ебын. Оны Олекқа тылы беремін. И победителем в номинации «Лучшая малогабаритная квартира до 40 квадратных метров» становится дизайн-группа «Павлин». Ну что ж, дорогие друзья, давайте встречаем под ваши бурные аплодисменты победителей в номинации «Лучшая малогабаритная квартира до 40 квадратных метров». Однокомнатная квартира в ярких тонах. Всем номинантам, всем победителям хочу всех поздравить. Я вообще очень-очень волнуюсь, конечно. Это наша такая первая премия. Вообще квартира до 40 квадратных метров очень сложно делать дизайн-проекты. Поэтому у нас номинаций, наверное, только 2. И хотелось бы, вообще хотела бы поблагодарить организаторов, членов жюри, которые так оценили нас. И хотела бы пожелать, чтобы у нас премия ЕГЭ еще долго существовала и развивалась, и делала нашу республику все краше. Да, я тоже также хочу от себя поблагодарить организаторов. И еще я бы хотела поблагодарить клиентов, которые дали возможность вообще как бы раскрыться, поработать, потому что не каждый готов и хочет вот так даже прям взять, впустить в свой мир, ну как бы дать даже пофотографировать. Ну как бы у нас все мы люди, живем, поэтому каждый сам решает, как он хочет дальше жить и в каком пространстве. Да? И вот они дали нам прям возможность раскрыться в таком маленьком пространстве, дали очень много задач, и мы постарались их реализовать, поэтому я, в общем, выражаю им огромную благодарность. И вообще хочу, чтобы наши клиенты побольше как-то раскрывались и давали возможность дизайнерам двигаться в их направлении, потому что от них тоже напрямую зависит наша работа, то есть наши успехи, благодаря которым мы сейчас стоим на этой сцене. Поэтому, в общем, я вообще всем вам желаю огромного успеха и развития. Давайте поблагодарим наших победителей вашими аплодисментами. Спасибо. Мы приближаемся к финишной прямой нашей церемонии. И наша следующая номинация – «Лучшая квартира более 40 квадратных метров». Внимание на экран. В номинации «Лучшая квартира более 40 квадратных метров» представлены квартира в теплых оттенках, квартира для молодой девушки, квартира контрасты, квартира симфония, квартира дизайнера, яркая квартира. Победители объявляют и статуэтку премии ЕГЭ вручает почетный архитектор Российской Федерации, доцент, профессор, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, член Союза архитекторов Якутии и России Николай Алексеев. И от имени креативной команды организаторов премии ЕГЭ приглашается специалист по пиар и коммуникациям в агентстве «Тымтык» Инна Румянцева. Хотела вас всех поблагодарить, что все мы здесь находимся в этом зале. Это огромная работа не одного месяца, всей огромной команды, всех специалистов, которые сегодня участвуют. И хочу просто рассказать небольшую историю, так как это связано именно с этой номинацией. Когда я заканчивала школу, я хотела поступить на дизайнера интерьера. На тот момент меня переубедили, сказали то, что кому сейчас в Якутске нужно дизайн интерьера. То есть типа это не хлебно. Но сейчас я вижу то, что тенденция поменялась,
И каждый, кто покупает квартиру, старается привлечь дизайнеров, сделать это очень эргономично, умно и красиво. Поэтому это очень важно, то, что сейчас мы сегодня объявим победителя. Добрый вечер, дорогие друзья. Инна, прекрасно выглядишь. Еще хотел бы пожелать, чтобы вы все жили в квартирах больше 40 квадратных метров. Да. И хочу вам сказать, тем, кто будет жить в квартирах больше 40 квадратных метров, чтобы вы обращались к специалистам, профессионалам, дизайнерам, потому что тогда климат в семье будет чудесный, потому что они создают комфорт, красоту и надежность. Ну, Инна, зачитай, пожалуйста. Лучшая квартира более 40 метров. Это квартира в теплых оттенках в городе Якутске. Авторский коллектив Соколова Екатерина. Заказчик Ирина и Олег Федотовы. Ну что ж, дорогие друзья, в номинации «Лучшая квартира более 40 квадратных метров» побеждает квартира в теплых оттенках в городе Якутске. И мы их встречаем вашими аплодисментами. Я была в этой квартире, и действительно это очень красивая квартира, стильная, как и сама Ира. Дорогие друзья, мы дарим победителю заветную статуэтку, памятный диплом и прекрасный букет от одного из партнеров премии «Эйге». Студии современной флористики, декора и доставки букетов «Си счастье». И еще раз поздравляем победителей, и мы продолжаем нашу церемонию. Перед объявлением главной номинации Гран-при мы хотели бы отметить наших будущих архитекторов. Соорганизатором нашей премии является Инженерно-технический институт Северо-Восточного федерального университета. Итак, выпускники кафедры архитектуры и городского строительства, пожалуйста, встаньте, покажите себя. Давайте посмотрим, сколько вас сегодня в нашем зале. Где вы? Выпускники кафедры архитектуры и городского строительства. И эти аплодисменты в вашу честь. Ну что ж, дорогие друзья, совместно с кафедрой, а также с нашими соорганизаторами и партнерами мы за эту осень провели много мероприятий под эгидой премии «Эйге 2024». В том числе не забыли и про архитекторов-студентов. Наш официальный партнер, Якутская топливно-энергетическая компания «ИТЭК», провела среди студентов конкурс дизайн-проектов многофункционального центра в поселке Кысылсыр Вилюйского улуса. Для награждения победителей на сцену приглашаются заместитель генерального директора по социальным вопросам ЯТЭК, официального партнера премии «Эйге 2024» Татьяна Мерзлякова. Добрый вечер. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна, за великолепный сегодня праздник. Просто праздник красоты, творчества, вдохновения. Мы сегодня на сцене видели мэтров, мы видели профессионалов. Я считаю, что мне выдалась большая честь поздравить сегодня тех, кто, возможно, через, ну не знаю, лет 10-20 также, ну, или 50 скажет, вот сказали, старый поздравляет старого. А я помню, я еще был недавно молодым. Ребят, я вас поздравляю. Давайте узнаем, кто же все-таки сегодня стал сильнейшим. Мы не увидим, да, на экране проекты, ребят, нет их? Проекты мы, к сожалению, Жалко. не увидим. Так, а где наши статисты? Татьяна Витальевна, я вам помогу, позвольте. Во-первых, я, конечно, хочу от имени организаторов премии, а можно вытащить сразу все 6? Потому что мы все-таки поздравляем студентов, и я хочу пригласить сюда студентов, участников нашего конкурса, который состоялся благодаря поддержке нашего официального партнера компании ЕТЭК. Ребята, студенты, давайте все бегом сюда.
выставке вы увидели результаты этого конкурса. Представлено 7 проектов. Из них дипломами Союза архитекторов Якутии и Якутской топливно-энергетической компании вручается студентам 5-го курса группы БА-20 Слепцовой Эльзе, Ивановой Анжеле, занявшим 3-е место. Надо отметить, что девочки уже работают сейчас в архитектурном бюро Града и получают опыт проектирования. 2-е место в этом конкурсе получает группа в составе Винокуров Алексей, Неустроева Нюргуяна, Николаева Диана и Пудова Аина. 2-е место. Вот. Ну и перед объявлением победителя этого конкурса хочется вручить дипломы, которые, немножечко я запуталась, конечно, которые заняли 1-е место. Я прочитаю, Татьяна Витальевна, и вам передам. Кирилловой Диане, Петрову Дмитрию, Федоровой Ане. Вообще наши статисты, Николай Николаевич, немножко все попутали. Я вот сейчас Татьяне Витальевне отдам. На самом деле все эти ребята, победители этого конкурса, они награждены денежной премией. Татьяна Витальевна, Ну да, вам... Мы можем сказать, что за 1-е место, Аня, поправляй меня, если я буду врать, 200 тысяч, правильно? Правильно. За 2-е место 150, правильно? Правильно. И 3-е место 100 тысяч. И хочу процитировать слова генерального директора Андрея Коробова. Он посмотрел, передал от себя вам большое спасибо, низкий поклон. Мы из каждого проекта что-то возьмем и обязательно реализуем этот проект. МФЦ будет реализован в 2026 году, и вы сможете приехать и найти свои элементы. Обязательно. Все, поздравляю. Нет, тут, Татьяна Витальевна, смотрите, я говорю, к сожалению, наши статисты немножечко попутали. Дипломы и сертификаты вручаются победителям конкурса. Перед нами стоят победители конкурса. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей вручается Слепцовой Эльзе и Ивановой Анжеле, занявшим 3-е место. Татьяна Витальевна, еще раз. Получайте, девочки. Сертификат на 150 тысяч вручается Винокурову Алексею, Неустроевой Нюргуяне, Николаевой Диане и Пудовой Аине. Ну и, наконец, победитель, который будет озвучен уже 2-й раз. Группа в составе Кириллова Диана, Петров Дмитрий и Федорова Анна получают сертификат на сумму 200 тысяч рублей от компании ЕТЭК. Давайте, дорогие друзья, еще раз порадуемся за наше юное поколение. Под ваши аплодисменты. На сцене специальные гости церемония вручения архитектурной премии ЭГЭ-2024 народные артисты Якутии Екатерина и Алексей Егоровы. Где же аплодисменты? Почему так тихо? А сопровождают песню про нашу малую родину, работы архитектурного фотографа и архитектора Сергея Барахова. Давайте вдохновимся его видениями и прекрасными голосами. Почувствуем идентичность якутской среды. Всем привет, друзья! Ухаллан сарына сүйрәги угуттур көк салги
부이고 이해한 자랑아 바르다네 뱃민도이두 바르다민도이두 사한시래 Bölge minüle kalaslar Bu sahil sihirler dolanar Bu gümüş üttele kayalar Bardan evet min doydu Barda min doydu Sakın sire Bu mikili günü tüheni sağdami Kenden ki varkalar siri dayıdu Bu gefter yendili sadalar Bardan evet min doydu Bardan min doydu Sakın sire Budalay bu hallar zarelar Süreği umuttur gök salgin Buygu İrem çaranar Barda evet min doydum Barda min doydum Sakın Sakın sire, sakın sire. Таптаң сақағыт сірін. Кен тұттың дойды күтінен. Ағарда кайлақтарға. Жана тоғыттар өсетігіл дақсын өтістігінен Адарықын Руйдан Айқаллан Берекейн. Ну что, дамы и господа, пришло время узнать имена номинантов на главную награду. Гран-при премии ЭГЭ 2024 в области архитектуры и дизайна. И этот волнительный момент настал. Итак, в какой же город или село поедет самая главная статуэтка? На сцену приглашаются Генеральный директор архитектурного бюро IND, в этом году победивший на Всемирном фестивале архитекторов с проектом креативного кластера в Эр-Рияде в номинации The Best Future Culture Project Амир Индиатулин. и главный архитектор Якутии Любовь Попок. Добрый день. Татан предложил отправлять в космос на Марс, но мне кажется, эта космическая энергия, она уже здесь. Я это чувствую в творчестве, в идеях. Сегодня мы много встречались с молодыми архитекторами, и я вижу, что эти глаза, они как звезды, сияют, и желаю, чтобы эти идеи, они сияли, чтобы мы вот так встречались раз в 2 года, я так понимаю, эта премия вручается, и каждый раз эти сияния становятся больше. Приветствую, друзья.
На самом деле это замечательно, что в нашем Гран-при есть такая главная номинация, когда мы отмечаем команды. Ведь на самом деле здесь собралась одна большая команда, которая развивает наш регион. Похлопайте себе, пожалуйста. Это наши дизайнеры, это наши архитекторы, проектировщики, строители, заказчики. И когда у нас есть такая команда, мне кажется, за наш регион не стоит беспокоиться, нас ждет большое будущее. Ну что ж, дорогие друзья, перед волнительным моментом объявления Гран-при у Любови Александровны есть еще одна волнительная и приятная миссия. Дорогие друзья, на сцене премии ЕГЭ-2024 присуждается звание «Заслуженный архитектор Республики Саха-Якутия». За заслуги в области архитектуры, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний и добросовестный труд и активную общественную деятельность присвоит почетное звание «Заслуженный архитектор Республики Саха-Якутия» Лукину Сергею Иннокентьевичу, индивидуальному предпринимателю, члену Союзов архитекторов России и Якутии. Дорогие друзья, давайте еще раз подарим бурные аплодисменты. Заслуженный архитектор Республики Саха-Якутия Лукин Сергей Иннокентьевич. Итак, внимание! Гран-при премия ЕГЭ-2024 в области архитектуры и дизайна. Победитель в этой номинации получает главную статуэтку премии ЕГЭ, а также денежный приз за лучший комплексный подход в преобразовании городов и сел при поддержке главы Республики Саха-Якутия 10 миллионов рублей на реализацию благоустройства общественного пространства в 2025 году. Я, наверное, еще добавлю. На самом деле, очень долго и упорно мы разговаривали, и я хочу сказать, что со следующей премии Гран-при будет главы республики. Наша премия архитектуры станет официальной и будет утверждена указом главы республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем. О чем это говорит? Это о том, что наша работа с вами, архитекторов, дизайнеров, наконец-то признана, и, соответственно, она должна только влиять на улучшение облика и внешнего облика наших городов и сел. Поэтому я хочу всем командам пожелать в будущем участвовать в премии ЕГЭ и менять наш регион. Еще раз поздравляю. Так, я волнуюсь. Итак, Гран-при за комплексный подход при образовании поселений является муниципальное образование Намский УВУЗ. Гран-при премия ЕГЭ-2024 в области архитектуры и дизайна становится муниципальный район Намский УВУЗ. Глава Слепцов Юрий Иннокентьевич. Победители получают главную статуэтку первой ежегодной премии в области архитектуры и дизайна ЕГЭ 2024. А также денежный приз за лучший комплексный подход в преобразовании городов
и сел при поддержке главы Республики Саха-Якутия. 10 миллионов рублей. От всей души поздравляем! Вот она, главная команда архитектурной премии ЕГЭ 2024. Не уходите, пожалуйста, дорогие друзья. В завершении вечера мы хотели бы отметить и пригласить на сцену организаторов, креативную команду премии в области архитектуры и дизайна ЕГЭ 2024. Мы развиваем коммуникации, опираемся на креатив, выбираем качество, ищем идентичность и задаем импульс. На сцену приглашаются Ирина Алексеева, идейный вдохновитель премии ЕГЭ, основатель ЕГЭ коллектив. Иван Кычкин, арт-директор, основатель архитектурного бюро «Градо». Ларина Гуляева, креативный директор, сооснователь коммуникационного агентства «Тымтык». Ирина Маркина, руководитель Центра компетенции «Лето», целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. Алена Капитонова, архитектор управления Центра компетенции, целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. Александра Захарова, главный дизайнер, арт-директор дизайн-студии «Сулусчан». Ира Сан, главный стилист, основатель бренда Proud of You. Вероника Лиханова, главный декоратор, основатель студии декора «Ника». Режиссер Андрей Никифоров. Саина Новикова, второй режиссер. Продюсер команды продвижения, руководитель PR направления коммуникационного агентства «Тымтык» Инна Румянцева. Анна Эверстова, проектный менеджер, сооснователь коммуникационного агентства «Тымтык». Венеслав Горохов, менеджер спецпроектов команды продвижения, маркетолог. Ольга Антипина, команда продвижения. Марьяна Кудукова, руководитель контент-команды, пресс-секретарь Центра компетенции «Лето». Виктория Сунхавон, специалист по работе со СМИ, копирайтер, пресс-секретарь управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Ираида Петрова, графический дизайнер. Николай Эверсон, моушн-дизайнер. Елена Амосова, амбассадор городского развития. Владислав Ефимов, специалист по работе с партнерами. Мария Романова. Алексей Павлов, основатель студии «Пространство», технический партнер. Анастасия Иванова, директор по развитию ТУМ+. Сахаяна Санарова, руководитель отдела надзора за строительством объектов жилья регионального государственного строительного надзора. Олег Карамзин, совладелец ТУМ+. Анна Мария Степанова, главный архитектор Намского УЛУСа. Анко Гасич, сооснователь архитектурного бюро «Номада». Степан Андросов, руководитель бюро «Снега». Ну что, давайте бурными овациями поздравим друг друга, поздравим нас с этой замечательной премией ЕГЭ 2024. Уанна Барбильге ЕГЭ Уруя. Уруя. Уруя.